Здравствуйте! В эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по собственности, земельным и имущественным отношениям. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, наверное, одно из главных событий января – это послание главы Республики Башкортостан Радия Хабирова депутатам Госсобрания. Вы тоже были на этом мероприятии. Расскажите ваши впечатления. Да. Это, наверное, не одно из главных событий, конечно. Это главное событие в республике сейчас, в начале января. Потому что вообще январь ознаменовался массой событий, которые потрясли весь мир. Мы знаем историю с похищением Мадуро. Мы понимаем, что его просто продали, так же, как продали в свое время и Каддафи, и Хусейна. Ничего там у них, никаких каких-то супер спецназа никакого нет, просто обман, подкуп и предательство. Мы знаем историю с Гренландией, тоже она продолжается, и мы видим, что происходит с переговорами, как Зеленский пытается играть со своими западными партнерами, крутить, юлить. И, собственно говоря, пытается плохую мину выдать за хорошую. И сейчас очередные заявления его там про Донбасс, про ЗАЭС. Мы понимаем, что мир ему не нужен, ему нужна война, в том числе для физического сохранения, а не только для сохранения власти. Поэтому, конечно, специальная военная операция и победа в ней, она совершенно не зависит от позиции наших так называемых западных партнеров, в кавычках, а так на самом деле наших исторических врагов. Она зависит от силы русского оружия и от силы духа нашего российского, русского, в том числе солдата. И у нас там много и башкир, и татар, то есть все нации, которые представлены на нашей большой территории, в том числе Башкирия, огромную оказывает поддержку специальной военной операции, реальную, а не виртуальную. И в том числе партия ЛДПР, конечно, не стоит в стороне от этой поддержки. У нас работает фонд «Плечом к плечу» очень эффективно и планирует как раз под эгидой фонда «Плечом к плечу» в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Владимира Вольфовича Жириновского. Здесь, кстати, проводить турнир по самбо. В мае мы планируем проводить этот турнир. Самбо – наш национальный вид. И, конечно, эта победа невозможна без современного оружия. Мы видим, как Орешник пугает весь мир. И другое наше вооружение. Посейдоны, и все остальное, что там вызывает шок и ужас у нашего неприятеля. А совершенно не позиция Трампа, потому что Трамп, он бизнесмен. Он разговаривать с вами будет только тогда, когда видит, что вы сильны. И надо понимать, что и послание главы республики также было пронизано тем, что мы должны победить. И главное для нас победа. То есть все для победы. Это абсолютно правильно. Правильная подача Радия Фаридовича. То есть, я еще раз говорю, в республике четко есть понимание, что если не будет у нас победы, то нам ничего другого не понадобится. Ни экономики, ни здравоохранения, ничего другого. Мы их планы знаем, они особо сильно не поменялись, только с учетом, наверное, цифровизации. Но это еще больше позволит усилить контроль над обществом. Да, поэтому с этой точки зрения, конечно, здесь каждый из нас, наверное, делает что-то. Еще раз говорю, что партия ЛДПР огромную работу выполняет в этом плане. И по поддержке участников специальной военной операции у нас учреждена медаль «Мать солдата». Мы уже и здесь, в Республике Башкортостан, также вручали матерям ребят, которые, к сожалению, в основном погибли, эти медали. Поэтому здесь, конечно, вот это основное. Но в то же время надо понимать, что жизнь продолжается. И ребята, которые находятся там на передовой, они должны также понимать, за что они бьются. А бьются они за то, чтобы мы здесь под мирным небом могли спокойно жить. И, собственно говоря, даже во время Великой Отечественной войны работали театры, артисты поддерживали, ездили
наших бойцов. И жизнь продолжалась. Люди рожали детей, воспитывали, работали, созидали, ну и, конечно, поддерживали фронт. Но это очень важно, конечно. Но про все остальное, конечно, мы не забываем. Как-то вот совмещая две этих реальности. Гармонично совмещая. И, конечно, ребятам, членам их семей требуется поддержка, помощь, сочувствие и уважение. Это очень важно. В частности, там прозвучали слова о поддержке членов семей, то есть там санаторно-курортное лечение. Об этом шла речь. Мы знаем, что у нас на территории республики прекрасные санатории. Сейчас вот как раз в послании речь шла о санатории Талкаск, на который нашли инвестора. Мы знаем, что там были проблемы. Надеемся, что они будут решаться. Но мы понимаем, что ситуация сложная. Такого количества санкций, более 30 тысяч санкций в отношении одной отдельно взятой страны, никогда не вводилось. Мы видим, как объявляют наш флот теневым флотом, хотя что это за терминология? Я могу любого так назвать, любой корабль, теневой флот, и захватить, отнять. То есть нормы международного права перестали действовать. А мы знаем, что Ради Фаридович как раз специалист в области международного права. Ну и, собственно говоря, ООН как институт тоже потерял свой былой вес, о чем также он говорил в своем послании. Поэтому послание такое достаточно, скажем так, неординарное, но оно соответствует духу времени. Ну и вот я хотел сказать про то, что победа, понятно, что наши воины воюют, но наша победа невозможна без современного высокоточного оружия. Ну и вот в этой связи как раз я предложил все-таки учредить праздник, которого еще нет в России, День инженера. Вы знаете, что я являюсь сопредседателем оргкомитета юной техники и изобретателей, имел в свое время отношение к Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов. Поэтому я считаю, что у тех людей, которые обеспечивают нам развитие, чтобы наши корабли ходили, бороздили просторы мировых океанов, и не только океанов, морей, рек, озер. Вот. Чтобы наши космические корабли летали, поезда ходили, самолеты также летали. Обеспечивают это все наши инженеры. И, конечно, им нужен свой праздник. С этим предложением я обратился к правительству. Ну и, собственно говоря, они концептуально поддержали. Единственное, что их не совсем устроила дата. Дата была предложена, когда Петр I образовал Российскую академию наук, которая, в свою очередь, дала такой толчок инженерному делу. Хотя инженерное дело и до этого было на Руси. Но между тем, вот такая была дата. Было предложено Алихановым еще обсудить это предложение по дате, конкретизировать с Миноборнауки, чем мы сейчас и займемся. Иван Константинович, еще одна ваша инициатива связана именно с тем, для того, что нельзя штрафовать сотрудников, которые опоздали на работу из-за погодных условий. Чем обусловлена эта инициатива? Мы все видели, что происходит в Москве. Вообще, честно говоря, для меня было удивительно. Рождественские чтения сейчас вот проходили как раз 34-е. В том числе и в Кремле было мероприятие, которое проходило под руководством патриарха всей Руси. Ну и, собственно говоря, дойдя от Думы до Кремля, я был вынужден просто вызвать обратно автомобиль, потому что снег не чищен, снега по колено, то есть даже в центре Москвы, что удивительно, потому что бюджет, честно говоря, Уфы и Москвы — это сильно разные вещи. Ну и здесь, конечно, хотелось бы отметить, наверное, мэра. То есть мы постоянно привыкли все-таки ругать, в основном критиковать, что все что-то не так.
но все познается как-то в сравнении, да? Ну и многие люди, конечно, в Москве в связи со снегопадами опоздали. И эта инициатива, она не новая на самом деле. Просто новая — это хорошо забытая старая. Мы носили ее гораздо раньше, но просто сейчас она заиграла новыми красками, когда такие события происходят. И заключалась она в том, чтобы не привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудника за опоздание на работу из-за неблагоприятных погодных условий. И в данном случае, то есть Москва была завалена снегом, сугробы трехметровые, нигде никто ничего не чистит, ни одного дворника, ни одного мигранта, никого. Нет ни техники, ничего. То есть это просто удивительно. У нас несколько иная ситуация, ну вот, могу вам сказать честно. И почему-то именно в Москве сложилась вот такая негативная ситуация. А у нас, в принципе, я еще раз говорю, все познается в сравнении. Приехал сюда, все почищено, так достаточно комфортно. Иван Константинович, у нас остается буквально минута эфирного времени. Какую инициативу хотели бы выделить еще, которая была рассмотрена? Алименты за счет государства. То есть у нас огромное количество неизысканных алиментов. Страдают прежде всего дети. Дети — это наше будущее. Зачастую понятно, что отцы просто не могут выплатить эти суммы. Суммы огромные. Они столько не зарабатывают. И предложение сначала все-таки выплатить эти алименты за счет государства, а потом уже государство само взыскивает с должников. Вот такое предложение ЛДПР. Вот, тоже в свое время я вносил данную инициативу. Сейчас мы ее перевнесли. Я думаю, она эффективно защитит и матерей, и детей от подобного рода недобросовестных отцов. Но зачастую бывают и не отцы, кстати. Бывают и матери сейчас такие. Иван Константинович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими идеями, планами. Увидимся. Спасибо. До свидания. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответил Иван Сухарев. Это первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по собственности, земельным и имущественным отношениям, фракция ЛДПР. Спасибо, что были с нами.